Дворец детского творчества гостеприимно открыл свои двери для всех жителей города. Здесь в рамках фестиваля «Шаг навстречу» проходит выставка-продажа работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Мастер на все руки». Необыкновенные вещи своими руками, вышитые бисером иконы, мягкие игрушки, картины, наборы для кухни. Дети с ограниченными возможностями доказывают, что их возможности не ограничены. Татьяна Сергеева работает с такими детьми уже 15 лет. Говорит, не всегда легко, но ребята очень стараются. На изготовление одной иконы уходит несколько месяцев. Эту кропотливую работу девочки выполняют вдвоем. Здесь представлены работы детей от 10 до 16 лет, в основном средняя, старшая школа. Работы в разной технике. Самое основное у нас это бисероплетение, швейное дело. Далее у нас игрушки мягкие, вырезание по дереву, гипсовая лепка, и прочее декоративно-прикладное искусство. Стараемся как можем. Фестиваль «Шаг навстречу» в Северной Осетии проходит 3-й раз. Организаторы – Министерство образования и науки республики. В этом году показать свое мастерство смогли творческие коллективы из Моздока, Эльхотова и Владикавказа. Всего 200 человек. И даже инвалидное кресло – не помеха для исполнения концертных номеров. Вячеслав Гадзацев учится в школе-интернате. Он очень любит сказки Пушкина. Сегодня ему досталась роль медведя в сказке «Теремок». Скажи, а какие вообще предметы в школе, может быть, ты можешь выделить, особенно, которые тебе нравятся? Мне все нравятся, а больше всего окружающий мир и рисование. Что рисуешь? Природу, все, что представлено. Вместе с инвалидами выступают и здоровые дети. Исполнение песен, постановки сказок и танцев обретают новое прочтение. Детей прекрасная возможность социализироваться, раскрывать свои таланты, способности. Принимают участие ежегодно, 3-й раз подряд. Школа-интернат города Владикавказ, это специальные коррекционные школы города Моздока, интернат глухих и слабослышащих детей, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции и общеобразовательные школы, участвующие в реализации мероприятий «Доступная среда». Совместное обучение детей-инвалидов со здоровыми ребятами – хорошая практика. Это еще один шаг навстречу детям, которые нуждаются в постоянной заботе. Этот фестиваль помогает раскрывать еще больше талантов детей-инвалидов. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.